Здравствуйте, дорогие друзья! Мы выходим с сообщением об Орхане Инанды. Вчера вышло расследование турецкого одного журналиста, который опирается на других турецких журналистов, расследователей и оппозиционные СМИ Турции. Мы внизу дадим ссылку на это видео на турецком языке. И из этого видео следует, что Орхана Инанды похитила не ГКНБ Кыргызстана, а одна из кыргызских мафиозных групп, нанятая турецкой национальной разведкой. И что Орхан Инанды до сих пор находится в посольстве Турции в Бишкеке. Как был похищен Инанды? За неделю до 31 мая к нам прилетели 10 сотрудников МИД, то есть службы разведки Турции, сняли 3 квартиры, наняли 3 машины и начали следить за передвижением Орхана Инанды. И потом они наняли одну из групп кыргызской мафии, которая должна была доставить Орхана Инанды, похитить в Бишкеке, городе, и доставить в посольство Турции. Чего они учли турецкие спецслужбы при похищении? Кыргызская мафия свою сторону договора, за который она получила деньги, выполнила и похитила Орхана Инанды, где мы все знаем, и привезла в посольство Турции. В аэропорту ждал уже самолет, и по алгоритму до этого турецкие спецслужбы выкрадывали учителей, около 100 учителей в почти 20 странах мира. По алгоритму сперва его сняли между двумя турецкими флагами в наручниках, потом погрузили в машину и должны были вылететь с аэропорта Манас. Но чего не учли турецкие спецслужбы, это первое быстрое заявление семьи Орхана Инанды в милицию. И милиция сразу же поставила так называемый флажок, то есть человека по имени Орхана Инанды нигде в кыргызских КПП на границе Кыргызстана, на внешней границе Кыргызстана не выпускают человека с именем Орхана Инанды. То есть так называемый флажок успели поставить. Второе, чего не учли, это кыргызское гражданство Орхана Инанды. Потому что если бы крали своего человека, то можно было бы избежать большого скандала в кыргызском сообществе. Третье, это эффект, так называемый эффект Хашоги для мировых СМИ. То есть это как приманка для мировых СМИ. Это когда в посольстве Саудовской Аравии в Стамбуле заманили туда саудовского журналиста, оппозиционного журналиста, который жил в Америке и писал комментарии в американских СМИ, Джемаля Хашоги, и убийство его там, расчленение и растворение в кислоте. Так многие СМИ, мировые СМИ пишут об этом инциденте. И этот эффект Хашоги послужил информационным поводом для мировых СМИ, и о похищении Орхана Инанды на следующий же день начали писать ведущие средства массовой информации мира. Почему же похищали Орхана Инанды в срочном порядке? Где-то месяц назад один из лидеров мафии Турции, можно сказать, вор в законе Турции номер 2, начал выпускать скандальные видео, где разоблачаются министры и близкие люди, родственники Таyyip Эрдогана, президента Турецкой Республики. Все это связано, похищение Орхана Инанды, можно сказать, с игрой вокруг одного престола, турецкого престола. То есть Эрдоган, как мы все знаем,
собрал все ветви власти в одну свою руку и управляет Турцией как хочет. Но он последние годы очень сильно сдал, и уже вокруг него собрались люди, которые претендуют на власть после него, на неограниченную власть с огромной экономикой, с населением законопослушным и платящим налоги турецким населением, да. И вокруг этого престола собрались, это первое, министр МВД, до этого был, до разоблачения Седата Пекера, был претендентом номер один на престол. Министр МВД Турции, сам националист, не исламист, как Эрдоган, больше националист. Второй Берат Албайрак, это зять Эрдогана. У Эрдогана есть два сына, Бурак и Белал Эрдоган, но которые не смогли стать сильными политическими фигурами в связи со своими личными данными, со своим воспитанием в руках деспотического отца, они не смогли стать претендентами на престол. Поэтому претендентом престол был зять Берат Албайрак, которого год назад свалил Сулейман Сойлу. То есть они конкурировали друг с другом, и в конце концов службы МВД выследили Берат Албайрака, когда он был в пикантной ситуации с одной дамой в одной яхте, так сообщается в турецких СМИ. И там один из родственников Таyyip Эрдогана сильно избил его. И тот хотел подать в отставку с поста министра экономики, но ему не давали. Даже в СМИ его брата, другого брата Албайрака, не дали ему написать сообщение об отставке. И Берат Албайрак был вынужден сообщать о своей отставке в своей личной страничке в Инстаграме. И он ушел с политического поля. Третий, самый незаметный и самый такой человек, который не потерял свои сильные позиции после разоблачения Седат Пекера, это был Хакан Фидан. Это председатель разведки МИД, внешней разведки Турции, Хакан Фидан. Но в СМИ начала разворачиваться кампания, спрашивающая Хакана Фидана, почему он не может привести Седата Пекера из Дубая или там, оттуда, где он находится. И вот такая ситуация вынудила Хакана Фидана пойти на операцию, которую он до конца не продумал, чтобы спасти свою репутацию. Он решил выкрасть Орхана Инанды. В Турции считается, что Кыргызстан является там форпостом движения Фетхуллаха Гулена в Центральной Азии. Да? И поэтому это должно было дать большой эффект и оправдать в глазах общественности и в глазах Эрдогана работу внешней разведки. И поэтому быстро спланировали, быстро приехали 10 человек, прилетели в Кыргызстан, и эту операцию они провернули. Это была популистская операция Хакана Фидана, которая закончилась провалом. Какие же действия были предприняты Хаканом Фиданом после провала? Первое, в газете «Сабах», который служит рупором внешней разведки Турции и пером журналиста Фахри Унлы, похищение Орхана Инанды было свалено на Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана, который якобы выкрал Орхана Инанды с ведома президента Садыра Джапарова. Почему они свалили на эти лица и на эти структуры? Из этого можно сделать вывод, что они будут молчать, потому что, возможно, замешаны каким-то образом в этом похищении. Потому что
каким-то образом Орхана Инанды все равно должны были вывести из Кыргызстана, да, с аэропорта Манас. Потом попытка эта провалилась, потом этот самолет полетел в Тамчи, оттуда, возможно, хотели загрузить Орхана Инанды, но не смогли. Почему же молчит кыргызская власть? Во-первых, как мы уже сказали, возможно, какие-то структуры и, возможно, какие-то первые лица замешаны в этой операции, да, турецкие спецслужбы. Второе, перед визитом в Турцию это было бы вот это разоблачение всего, что было, как было, это было бы перенесением, возможно, отменой полностью официально визита в Турцию Садыра Джапарова. Этот визит ему и нашей стране, возможно, очень нужен, да? Так, третья особенность турецкой политической торговли. Возможно, что мы можем сделать тут предположение. Например, они обещали $100 миллионов, да, бюджет Кыргызстана или чьи-то карманы за похищение Орхана Инанды в Турции, да. И в то же время турки любят договариваться таким образом. Они эти 100 миллионов не дают, но говорят, мы еще дадим $300 миллионов за то, чтобы там переоформить кыргызские школы Сапат на турецкий фонд Мариф. Это предположение, я говорю. Но турецкая особенность турецкой политической торговли вот такая. И вот из-за этого, возможно, из-за каких-то меркантильных интересов или интересов бюджета Кыргызстана, возможно, молчит кыргызская власть. Так, что ясно из сообщения и видео в официальном визите, да, Садыра Джапарова в Турцию. Во-первых, мы услышали взаимоисключающие заявления Эрдогана. Во-вторых, первый день он говорил, или первую половину дня говорил, обе стороны согласились, что ФИТО, то есть это по-турецки ФИТО, аббревиатура, террористическая организация Фетхуллаха Гулена, да, вот это движение Фетхуллаха Гулена, которое Турция объявили, террористическая организация, которая признана только в Турции и в Азербайджане. В других странах, сколько бы ни старались, сколько бы ни лоббировали турецкие власти, это провернуть не удалось. Даже после убийства турецкого посла и когда сбили самолет, российский самолет над Сирией, они хотели свалить это на ФИТО, так называемую, которую они сами придумали, но российские власти сказали, эти сказки ты рассказывай другим. Это вы сами сделали, и люди, которые были приближены к власти и вышли из-под контроля власти, совершили эти преступления, да? А самолет сбили по прямому, как заявлял в то время премьер-министр Турции и сам президент Турции Эрдоган. По их прямому приказу был сбит российский самолет. Так. Первое заявление такое, да? Обе стороны согласились, что ФИТО является угрозой для национальной безопасности двух стран. Но по сообщению пресс-секретаря Садыра Джапарова, когда Садыр Джапаров напрямую спросил, что известно Таипу Эрдогану о Орхана Инанды, он сказал, я не знаю никакого Орхана Инанды и ничего не хочу слышать о ФИТО. Это очень взаимоисключающее заявление. Возможно, это можно отнести к старости и усталости. Возможно, к усталости от того, что он разрывается сейчас, особенно после разоблачения Седата Пекера, между националистами и исламистами. Потому что его правительство и сам он держится на коалиции националистов турецких, ультранационалистов и турецких радикальных исламистов. И вообще мусульманского населения, которое практикует свою религию, которые боятся возвращения секуляристской репрессивного аппарата, который был до правления Эрдогана в Турции. И что должна делать кыргызская власть в такой ситуации? Да? Мы не можем прямую советовать, но какие-то предположения мы можем сказать. Во-первых,
очень будет нецелесообразно в глазах кыргызской и мировой общественности отдавать своего гражданина турецким властям. Просто без суда и без следствия. Тогда должен быть пройти суд, как обычная экстрадиция, да, по суду решается. Но если он не совершал преступление в Турции, тем более гражданин Кыргызстана, как они могут? Это большая дилемма и большая проблема отдавать человека, своего гражданина турецким властям. Тем более там, где все средства массовой информации в мире пишут, что он может подвергнуться и, скорее всего, подвергнется пыткам со стороны турецких властей. Предупредить надо турецкую сторону о международном скандале, потому что в этом видео фигурирует еще такой факт, что есть в Турции привезли иглу, правда, то есть вколят и будут допрашивать Орхана Инанды в турецком посольстве. Мы знаем, что Орхан Инанды очень тяжело перенес ковид в прошлом году, и у него слабое здоровье, да? Поэтому мы должны знать, что кыргызская сторона должна предупредить турецкую сторону от резких решений и резких движений в этом вопросе. Кыргызская власть не должна торопиться, должна вычислять, кто станет преемником Эрдогана, потому что Эрдоган так или иначе уйдет от власти, потому что в июне он уже собирался передавать или председательство партии, своей партии АКП, или пост президента, потому что он совмещать эти два поста уже не может физически. Так. Третье, что, возможно, должно предпринимать кыргызские власти, вести диалог с ведущими оппозиционными силами Турции. Сейчас с турецкой ведущей партии, провластной партии, откололись две партии. Бывшего премьер-министра Ахмеда Давутоглу и бывшего министра экономики. И в первую очередь кыргызские власти должны надеяться на своих граждан. Если турецкая сторона в Баткене строит 100 домов, один бизнесмен Кыргызстана, как мы знаем из сообщений СМИ, строит 100 домов. И насчет вооружения, выкупа дронов, все эти связи можно, пользуясь своими официальными связями и неофициальными связями, можно выкупать дроны у Китая, которые намного эффективнее и намного дешевле, чем турецкие Байрактар, которые сейчас знамениты. Так, и мы, как и во время митинга говорили, пусть власть наша не уходит, не кетсин, а иштесин, пусть работает и пусть освобождает нашего гражданина Орхана Инанды из турецкого посольства, возможно, потому что есть очень большая вероятность, что его держат до сих пор там, потому что не могут вывести отсюда. И не предавать, не продавать интересы государства и Кыргызстана. До свидания, дорогие друзья. Мы будем очень внимательно следить за играми вокруг одного престола и будем привлекать экспертов или сами будем рассказывать о событиях в Турции вокруг престола и взаимоотношениях кыргызских и турецких властей, потому что сейчас турецкая повестка, она становится такой же актуальной в Кыргызстане, как и российская, западная и китайская повестка. Спасибо за внимание. До скорых встреч.